Вокруг компании Мегаком сейчас создано очень много сложностей. Ситуация сильно политизирована. И эта ситуация практически сегодня привела к политическому кризису в стране, когда могла распасться коалиция в парламенте. Она же привела к международному скандалу, потому что депутаты Государственной Думы России, отдельные депутаты, были вынуждены сделать резкие заявления в отношении нарушения национального законодательства в нашей стране. На самом деле ситуация достаточно простая. Мы заблудились в трех соснах. Когда-то давно парни создали ОСО под названием Бимаком, получили лицензию на осуществление сотовой деятельности, не смогли найти денег на то, чтобы эта компания начала работать, на запуск своего проекта. Продали эту компанию российской Ивентис Телеком Холдинг. Россияне получили здесь лицензию, закачали сюда миллионы долларов, обучили менеджмент, собственно, создали бренд Мегаком. Но при этом, заходя на территорию Кыргызстана, где в то время правила семья Бакиева, они были вынуждены поделиться 49% с Максимом Бакиевым. Через 3 года, когда компания начала уже приносить определенные дивиденды, Максим решил полностью отобрать все у россиян, в том числе и имущество, которое еще не было выплачено по российскому кредиту, по договору лизинга. Отняв и, можно сказать, совершив кражу чужого оборудования, счетов, Максим просто-напросто переписал все это на ЗАО «Альфа Телеком». После апрельской революции российская Ивентис обратилась в Генеральную прокуратуру, в суды Кыргызской республики и на сегодняшний день пытается восстановить свои утерянные права на владение брендом Мегаком. Когда господин Киникеев, директор фонда национализированных предприятий, говорит о том, что российские инвесторы не имеют никакого отношения к Альфа Телеком, он в принципе говорит правильно. Но он в заблуждение вводит общество. Почему? Потому что, да, в Альфе Ивентис Телеком не имеет ничего. По, чисто, скажем, номинальным позициям. Да? Акционером Альфа является господин Елисеев через подставные компании. Но в Альфе находится оборудование, ресурсы человеческие и материальные, которые были созданы и которые принадлежат российской компании. И, естественно, как потерпевшая сторона, Ивентис Телеком должна претендовать на управление в компании «Альфа» до решения вопроса в суде. На сегодняшний день в Первомайском суде города Бишкек находится 28 томов уголовного дела, где доказана полностью вина Максима Бакиева, Гуревича, Сергея Кима и еще достаточного количества граждан, и нашей страны, и зарубежных граждан. Всего 19 человек проходят по обвинению. Я должна сказать, что среди обвиняемых есть родные, близкие известных депутатов, которые сегодня тоже выступают по теме Мегакома, известных политических лидеров. И все это, конечно, осложняет рассмотрение вопроса, потому что никто не хочет, чтобы его родственник выглядел преступником или стал преступником после решения суда. Все стараются помогать друг другу. С апреля месяца, получив через Генеральную прокуратуру право управления компанией без отчуждения, то есть мы не могли продать эту компанию, мы не могли акции этой компании продать, мы не могли менять что-то внутри компании, включая статус генерального директора, который до последнего времени занимал Андрей Силич, поставленный Алексеем Елисеевым. Мы добились определенных успехов. Компания успешно развивалась, компания платила в бюджет денежные средства. Все это прекратилось, когда в компанию зашел Азамат Мурзалиев со своей командой. Он прикрылся решениями парламента. Это рабочие решения парламента, это не есть решение киргизского парламента в целом. И на сегодняшний день Мурзалиев находится в компании незаконно. Он нелегитимный, потому что никто не отменял еще закон об акционерных обществах. И как такового еще сегодня Генеральная прокуратура тоже сделала заявление о том, что смены собственника не произошло. Еще нет контрольного пакета у государства, чтобы назначать человека на должность генерального директора.
Тем более безответственное заявление Мурзалиева, который обвиняет топ-менеджеров и пытается в некоторых своих материалах обвинить российского инвестора в выводе капиталов и хищениях из кассы, потому что есть такое понятие, как презумпция невиновности. И если бы какой-нибудь журналист сегодня огульно назвал суммы кражи бездоказательно денег политикам или каким-нибудь просто рядовым гражданином, этого журналиста бы засудили. Мы все с вами это проходили. Но Мурзалиев сегодня, прикрываясь поддержкой высоких чиновников, обвиняет без приговора суда, просто на основании своих домыслов и измышлений компанию, топ-менеджеров компании, инвесторов компании в особо тяжких преступлениях. За это существует ответственность. За подрыв деловой репутации, за то, что в публичных СМИ распространяются клеветнические измышления, которые порочат честь и достоинство и топ-менеджеров компании, и инвесторов. За все это будет спрос по закону с господина Мурзалиева. И, конечно, очень горько то, что сегодня его действия в конечном итоге привели к обострению политической ситуации в стране, потому что Мегаком является крупной компанией. Это крупный налогоплательщик, это компания, в которой работает практически 1000 человек. Это компания... Слово «Мегаком» любимо многими кыргызстанцами. И я думаю, что никого не радует та скандальная ситуация, в которой мы сегодня все оказались. С апреля месяца все активы Мегакома, включая денежные средства, были под арестом. И без согласования с Генеральной прокуратурой и внешним управляющим, какую бы силу он ни представлял, там, представлял партию Атамекен или партию еще какую-нибудь, да, это был государственный внешний управляющий в компании. Ни одна сумма не могла уйти. Все суммы согласовывались. Поэтому совершенно невозможно было, что в этой ситуации, когда визировалось все прокуратура и визировалось представителем государства, Андрей Силич, которого сейчас все обвиняют в том, что он украл там какие-то миллионы, мог воровать. Это просто исключено. Заявления по компании Монтгомери, они тоже достаточно удивительные, потому что это хозяйствующий субъект. Это крупная компания, которая осуществляет свои услуги, оказывает на территории всех стран СНГ. И для того, чтобы обвинить того же Силича в том, что он для Монтгомери выводил какие-то деньги, о которых постоянно говорит Мурзалиев, надо получить решение суда, надо оспорить, что этот договор был завышен по ценообразованию, он принес ущерб. Для этого надо проверить деятельность Монтгомери. На самом ли деле это какая-то просто мертвая компания, в которую выводились деньги из Кыргызстана. Поэтому все это, конечно, будет обсуждаться после окончания следствия. Следствие финансовой полиции только начато. И я уверена, что Андрей Силич будет в стране. Топ-менеджеры Мегакома, я думаю, готовы к открытому судебному процессу и готовы доказывать и широкой общественности на открытом суде о том, что не было никаких краж, не было никакого воровства в компании, потому что в этой компании по-настоящему патриотичные ребята работали. И очень жаль сейчас наблюдать, как кадры уходят из компании, как сейчас ухудшается экономическое положение, потому что по итогам первого квартала уже наблюдается отток абонентов. Примерно 100 тысяч абонентов уже ушли из Мегакома. Сейчас назначено рассмотрение рабочей группы, которую возглавляет депутат парламента Акылбек Джапаров, ситуация вокруг Мегакома, в том числе и о финансовых нарушениях, о которых все время делают заявления. И я очень верю в то, что депутаты смогут разобраться в том, что сейчас произошло, и смогут снять вот это напряжение, смогут снять излишнюю политизированность вокруг спора между хозяйствующими субъектами. На самом деле это просто экономический спор между акционерами и собственниками компаний, в которую сегодня вовлечены огромные политические силы.